22 октября. И смотрите, ребята, первый снежок у нас. Первый снежок. Вот как выглядит наше село сейчас, 22 октября. После снегопада небольшого. Сейчас сходим вкратце. Поснимаю, погуляем. Заодно Айду возьму на прогулку. Ну мы ей на прогулку хочешь? Давай погуляем. Погуляем, сходим куда-нибудь. Фу, и туман у нас. Туман. Эйда. Вот он я, ребята. Как вышли из тайги, я еще дома ничего не снимал. Только выкладываю свои фильмы, заснятые в тайге. Ну что, сегодня 22 октября, как говорил. И первый снег. Ну, такие маленькие снегопады уже были. И сегодня минус 5 градусов. И с таким минусовым градусом уже точно снег пока не растает. Такой снежок у нас. И туман. Все. Пока я встал, попил чаек, туман откуда-то появился. Хотел заснять свое село больше. Больше заснять. Ну, и вот сейчас сегодня выходной. Именно день недели выходной. И выходные дни, вот скажем, вот ты выйдешь в село, когда выйдешь, по селу идешь, и тишина, безветренно. И что нужно осенью услышать, поздней осенью услышать, учуять? Это запах вкуса там из домов, из труб печных идет запах шанги, кто печет, или же кто варит суп из боровой дичи. Основная еда в деревнях, в селах осенью это, конечно, дичь, добытая боровая дичь. Вот так. Вот, блин. Хотел заснять немножко речку, но вон, смотрите, что у нас творится. Туманище. Так что сейчас чуток погуляем и обратно пойдем. Сюда. Ругается там. Деловая. Вот, смотри. В лесу, в тайге так же, как медведя или зверя учует, так происходит. И потом пошло-поехало. Ну, кто смотрит видео, знает. Все еще впереди. Еще буду выкладывать там. Самое главное, встречи у нас впереди. Так что подписывайтесь, смотрите. А у нас пока сейчас тайгу. Выход не получится, пока дома. В полном серьезе начали ругаться. Ну, с кем ругаешься-то, Ну, там собаки тоже на цепи сидят. Ну, все, успокойся. На кадуге, на цепи сидят там собаки. Вот и лает на них. Вот так вот. Прекрасное утро. Пока ветра нету, свежий воздух, только ветер чуть-чуть только. И сейчас уже, ну как бы мы уже дома, где-то неделю уже, в прошлом году 18 я приехал,
В этом году запоздалая осень, и лед еще не встал, но мелкие реки уже все после таких заморозков уже начинают. Лед станет скоро. Подышим свежим воздухом обратно. Надо где? Айда, лак. Ругается. Вчера тоже вот ездил я. Вчера съездил я в город. Приглашали на день рождения. Даже был комментарий, что я в город езжу отдыхать только. Откуда столько времени? Времени, как всегда, как и у всех, не хватает. Но если надо съездить в город, конечно, съезжу. И мне еще сейчас опять придется съездить в райцентр, там разрешение продлевать туда-сюда. Не раз еще придется там по делам ездить. И вчера, когда я возвращался уже обратно, 3 километра оставалось до села. И такая, грунтовка, и такой комочек лежит на дороге. Уже повернуть не было возможности. Я как бы ехал и через этот комочек я проехал, в общем. Я не знаю, что за комочек, какая подлянка там для меня приготовлена была. Я порвал покрышку, в общем. Там с карандаш где-то, наверное, дырка появилась. Я остановился, начал менять колесо. И я понял, что есть хорошие люди. Честное слово. На трассе, на большой скорости редко кто останавливается, я вам говорю. Тоже уже были у меня проблемы, там менял колесо и останавливал. Люди едут, не останавливаются. А вчерашний момент, который произошел у меня, я менял колесо, и темно было. Я включил аварийку на всякий пожарный, чтобы заметили. И от села ехал УАЗик. И представляете, этот УАЗик остановился, сказал, что может помочь. Но в помощи я как-то не нуждался, но мне было приятно, что люди, те водители, кто были на УАЗике, спасибо им, остановились. Я мельком на них глянул, даже лицо не посмотрел, только сказал, что в помощи пока не нуждаюсь. Я уже обратно возвращаюсь, думаю, вот такая прогулочка. В общем, туман. Хотел речку заснять, но не получится. Может, еще часик будет. Или 2. Может, целый день. Так что начались обычные будни. Охота закончилась. Будни начались. Не знаю, когда в лес потом получится сходить. Но в данный момент я пока дома. И времени ходить в лес пока нету тоже. А видео, как и обещал, будет. Буду снимать. Так что подписывайтесь, кто не подписан. Ставьте лайки. Помогите. Личная просьба, помогите мне, чтобы люди больше заметили меня и больше смотрели. Вот так вот. Вот наша школа. Школа стоит. Вовремя построили. До 90-х успели построить. Сейчас уже такие постройки не увидишь, что построили. Сейчас какие-то мелкие школы, может, где-то поставят и все. Ну ладно, все. Всем спасибо. И до новых встреч на Продилкоме. Так что пока.